Вот, ребят, следы куницы. Или вчера, или ночью ходил там. Между прочим, крупный котяра. Он туда пошел. Да. Свежий пух снега вот выпал и все. Ночной. Прохладно стало. В общем, я весь сырой, потом ветер дует. Становится холодно. По пути идет. Хорошо было бы, если я встречу. Можно добыть. Лицензия есть. С карабина бить тоже можно. Куниц. Все можно. Только птиц нельзя боровую. А в остальном можно. Такие правила. Видите, как хорошо тут. Видишь, не надо вот все время смотреть, в каком направлении идти. А так идешь, идешь. Не надо думать, что где-то не так. Угол повернул и пойдешь ты хрен пойми куда. Я решил сперва чисто так по навигатору. Там уже тут несколько вот бывают участки, где вот проваливаешься. Не, на буране даже не думать. Сейчас буду ждать. Знаете что? Пока не будет такого снега, ну вот, когда вот будет держать снег, буран, вот тогда и следующий поход на вторую избу будет. На лыжах прогулялся, не нагулялся еще. Я бы еще завтра еще погулял. А так, в следующий раз на буране приедем. С крыши надо убрать снег, все остальное. Так. И птиц нету, видите. Вот иду. Целый день так идешь. Хотя тут такое место, что ни охотников, ни никого нету. Никто их не пугает. А вот почему-то их нету. Ушла птица. Серьезно. Переход куда-то сделала. И далеко, видать. Ни глухарей, ни рябчиков. Между прочим, здесь у реки шел тоже ни одного рябчика. Кроме двух тетерок. Вообще никого еще не видел. Даже дятлов нету. Синичек, дятлов. Ничего нету. Красота. Лес спит, отдыхает. Вот зачесы. Нечищенная просека, между прочим. Не чистили. Вот следы. Тоже туда. Тоже туда след пошел. Раньше здесь тоже я капканами охотился. Где-то чуть дальше, наверное. Ставил капкан. Или до средней, получается. А, здесь, значит, точно. Все, вспомнил. Это получается, до средней я ставил капканы, средней просеки. Это километр здесь я пройду. Потом от средней просеки уже капканы у меня начинаются. Вот хищник. Один. В поисках еды. Не знаю, чем они сейчас питаются. В лесу для них ничего нету. Просто представление не имею, как они выживают.
На чё? Ну, что они? Ну, запасы-то у них есть. Они осенью запас делают. И немало. Там вообще теряется просека, блин. Нечищенно. И затесами все деревья уже свалились там. Вот средний столб. О, тут глухарь был. О, там вообще-то глухарь. Раньше вот по этой просеке тоже часто ходил. Ну вот где-то вот отсюда у меня начинаются уже капканы. Ну да, вон он. Сейчас не поленюсь, покажу. Это проходные капканы здесь везде. Ставил, ну в конце сезона забирал. По пути, когда куда-то ходил там, порожняком, чтобы не ходить, по пути вот так ставил. Вот они. Один шест вот так осталось. Вон. На конце шеста там капкан был. Вот такие дела. Не ленился раньше. Было интересно, занимался этим капканами. Так. Да, нечищенная просека, конечно. Сразу можешь потерять. Буквально за секунду. Нету зачеса вообще. Чисто ориентируешься по деревьям. Так. Вон стол. А здесь вот, смотрите, ни одного зачеса нет. Так смотришь, в какую сторону идти. Вот. Примерно так. Наугад идешь. Бывает снегом еще закрывает. Вот, пожалуйста. Столетние уже. 100 лет уже этим зачесом. 1000 лет уже не чистили тут. Где-то я сам обновляю для езды на буране, там прочищаю. Но это за рекой. Сюда реже сейчас вообще практически не езжу. Так. В общем, волков нету. Куда они могут здесь быть? Аж в Пологовском районе, говорят, много их. Но там и олени там водятся. Поэтому их волчьих численности больше. А тут им давить некого. Тишина. Ну вот квартальный стол, ребята. Вот так. Гнилой уже. Сюда сейчас пойдем. Вот так. Снег. Опа. Ну, примерно 70 сантиметров глубина снега. Вот так. 70. Не глубже. А этот стол уже старый. Не поменяли почему-то. А, тут не чистили. Следующий кварталку чистили. Там прошли. А этот тоже не чистили. И здесь не чистили. Нигде. Фу. Не, ребят, снег уже хуже,
Как ни крути, с вчерашним днем, если сравнить, у меня сегодня как бы чувствую, что хуже держит. Да. Сейчас опять ельник нырнем. Здесь сосновый такой лес был, прошел. Так. Ладно, идем. Сейчас 4 километра, блядь, шуровать. Пипец, нахуй. Ай-яй-яй. 2 километра прошел. Еще 4. Потом речку будем переходить. А сейчас, наверное, перекур маленький организую. Вот тут мои капканы. Такие коробки. Ну, здесь я на буране ездил. Это получается от кварталки уже второй капкан. Капкан еще там есть. В этом году не получилось. Может, в будущем году, в будущем сезоне капканы эти буду настораживать. Пока не убираю ничего. Сюда вручную коробки не потащишь далеко. Вот по Насту я ездил и капканы, не капканы, а коробки возил. Ставил, как сказать, коробки на жерди уже. А потом осенью настораживал. Бля, помню, 1 год. Настораживал в декабре, вроде помнится. Снег не держит. Я еще корыто с собой брал. Корыто тащил там эти, ну, все инструменты для ставки, чтобы поставить капканы, приваду. Сколько желаний, терпения было в молодости. Так я вот сейчас тоже смотрю, ребят, даже с нашего села, кому еще нету 30 лет, что-то они делают, копошатся, что-то планы строят. Вот я представляю вот тоже. Но считай, мне 48 лет в этом году будет. 48. Если взять минус 20, то я таким же тоже был. После армии. Лишь бы на кого-то охотиться. Фу. Сейчас ленюсь. Капканы не поставил. Местами даже глубже снег. Да нет, в принципе, одинаково. О. Одинаково. Да, чистил тут раньше я тропинкой. Вот видно, как я пилил здесь. Вот. Чтобы ездить на снегоходе, то считай, на другом берегу от избы. Проезжал речку, дорогу делал, топтал, лопатами работал, готовил. Потом замерзнет наклон, и газ куда ж, буран сильный, едет. Вот. Где-то следующий капкан должен уже быть. Примерно каждые 300 метров ставил. Что остается вам, ребят, природы снимать? Еще беличьи следы видел. Белка прошла. А за 2 дня немало я уже, между прочим, иду. Вчера и сегодня ни одного следа у лисы я не увидел. Следы лисы вообще нету. Все следы вот возле сел они крутятся. Втихаря даже она
в село заходят крайние дома там. По помойкам там. Да и мышина она там. Возле села больше мышей. Вот такой след. Конечно, вот идти вот так удобнее. Вот так удобнее. Но надо всегда держать, конечно, ноги пошире, чтобы лыжня широкая была. Потом уже по этой лыжне легче ходить. А вон там, когда второй раз уже по готовой лыжне идешь, там потом цепляется, вот, как сказать, ремень от лыж. Трутся ноги, сапоги друг от друга. А когда широко лыжню делаешь, прям удобно идти. Не знаю, где он. Следующий капкан мой. Я уже забыл, куда что ставил, блин. Помню. Точные места не помню. Надо обновить зачесы. Ой, здесь сыро тут. Осенью не стараюсь по этой просеке ходить. Обхожу эти места. Очень тяжелый участок тут. А когда уже замерзнет, снег выпадет. Тогда да. Сейчас пойду, пока не выключу. Если не выключится. Аккумулятор должен уже разрядиться. Нормально снимаю. Немало уже. Когда вот заряжаешь, подключаешь зарядку сразу к этому, к экшн-камере, хорошо заряжает. А есть еще зарядное устройство. Вроде зарядка полная, но зарядку не держит. Потеплеет погода. Плюсовую обещают. Вот такой шанс был у меня, пока снег держит, съездить, побродить, походить. А вон палка торчит. Да. Там тоже капкан. Вот. Ну, каждые 300 метров примерно. Вот такие дела. Но здесь коробки нету. Просто палка наискосок тоже хорошо ловит. В принципе. Все. Пока выключаюсь. Вот это я хотел поснимать. До следующей. До этого капкана я имею в виду. К реке я вышел. Ух, надо перейти речку. Не знаю. Так. Здесь где-нибудь перейду. Вот здесь я, ребят, на снегоходе тоже переходил. Один из переходов. Сейчас на лыжах даже непонятно как.
Вот это гул идет сейчас. Много наледи, видать, было. Потому что не так много снега на льду. Свежий наледи. Замерз. Так. Вот отсюда газ только на Гуране. Здесь берег тоже поменялся. Ивы заросли. Я уже недалеко от избы. Сейчас дойдем до избы, будем отдыхать. Так, ладно. А тут я поднимусь как-то. Ремень холодный на шее, блин. Вот что значит камус. Не знаю, что за камус это. Подписчик мне подарил лыжи. Камус не лощиной, а, блядь, 45 градусов. А реально, блядь, держит. Ребят, во-первых, я проголодался. Опять целый день, на полдня. Сейчас первый час, наверное. Не ел. Только пью чай с конфетами еще. Даже хлеб сегодня не ел. А вот сейчас пойду, только об этом и думаю. Как бы скорее эти макароны нагреть и просто глотать. Не жевать, а глотать. Так, хочется кушать. Все. Нагулялся. Нагулялся, честно. Если бы не надо было ехать, я бы вообще другой маршрут выбрал. Может, к ручью еще сходил, на избу там переночевал. Интересно ходить. Но, как всегда, получается не так, как хочешь. Отдохнем и еще идти, ё-моё, до Бурана. Сегодня под фонариком еще буду я идти домой. Но доберусь, как бы там ни было. Сказал, если сказал, так и будет. Какой-то след тут. Опа. Куница или хрен пойми, или норка. Норка, наверное. Это не куница, это норка. Напрямик вон туда. На речку побежал. Или побежала. Вода есть в избе. Чайник скипятить надо. Дрова есть, но она еще. Там печка не погасла. Посмотрим. В общем, включусь в избу. Уже не дымит. Неужели погасла уже? 6 часов.
Но нахожу уже 6 часов примерно. Ой, пипец, снегом завалит, на голову пойдет что-нибудь. И все хана. Большие комки там. Один раз под дождь попадали мы. И с дождем вот это сырой снег падал. Такие глыбы снега. Если на голову пойдет, сразу оторвет голову. Опасно. Ветреную погоду. Но зато вот смотрите, сколько выпало. И это уплотнится. На лыжах хорошо будет ходить. Ну вот, я на избе. Запах дыма идет. Даже вот этой, как сказать, конденсат с этим. Ой, чем же этот-то? С дегтем воняет, который. Ну все. Ой, капец. Опа. Все, что все. Фу. Ладно. Заходим. Ой, да и жара тут, ребят. Оф. Жарище тут. Нормально. Ну, смотри. Я и говорю, не должно еще гаснуть. Вот так. Закину пару полен. Сейчас газку дам. Чайник буду кипятить. И обедать. Фу. Нагрел я макароны. Буду обедать. 12 410 я прошел. Был в пути. 12 километров 410 метров. Нормально. Ну, усталость есть уже, но буду отдыхать примерно пару часов. Без этого я с избы не выйду, устану. Вот надо отдохнуть, чтобы тело немножко отдохнуло. Варить больше ничего сегодня не стану. Чай скипятим. Чайник у меня уже полный там на печи. Выпил стакан чая. Горячий. Чеснок не хватает. Обычно я еще чеснок с собой беру. Лук, чеснок. Горячий. Ладно, пусть подостынет, может подождать.
трейде все записал. Вчерашний день, сегодняшний. Между прочим, 4, почти 3 градуса. Ну, я и говорю, потеплело. Чувствуется уже тепло. И снег, между прочим, уже от этого меняется. Снег хуже стал держать в сравнении с вчерашним днем. Возможно, завтра еще хуже будет держать.